Весной можно пролезть туда, куда летом никогда не пролезешь. По высокой воде вот сейчас. Идем в дворик. Это называется дворик на местном наречии. Вот оно, шикарный дворик. С тихой водой. Трава еще не выросла. Прозрачная вода. Щуки должно быть немерено. Сопровождала всю дорогу с того дальнего дворика. Видно, все-таки еще она веловата. Торкает, но не заглотила. Но сейчас мы ее возьмем. О, хватает. Прямо у лодки, елки-палки. Ну и актриса. Кажется, надо поменять блесну. Слишком мелкая щука. Дворик очень хороший. Я уверен, что здесь есть крупная щука. Поэтому сейчас мы из этого арсенала славных дамовских блесен. Вот это уже близко к нашему размеру. Она должна здорово о воду биться с хлюпанием. Полетели. Бух. Оп! Есть! Это крупнее. Побежала. Хорошенькая. Так вот, смена оружия. А, слушайте, она это самая икряная девочка. Так. Тоже вся в пиявках. О! Ну, выскочила. Ну ничего, она отойдет. Отойдет. Заброс в то же самое место. Саша, это хорошая рыба. Тут камыш. Ее вытягивать тяжело будет. Ничего, возьми. Ох. Гнется. Сергеевич, ну, как обещали. Ну, крокодил. Хорош. О, идет. Ну-ка. Хорошенькая. Вот такие экземпляры на дам ловятся. Супер. Актриса. Точно такая же почти. Здравствуйте, меня зовут Сергей Филатов. Я хотел бы с вами поговорить о вариантах окраски колеблющихся блесен известной немецкой фирмы. Особенностью этих блесен является то, что на их поверхность нанесена очень прочная голографическая пленка, которая позволяет создать эффект натуральной окраски рыбы и объемного изображения. Что характерно для этой окраски блесен? Вот эта вот голографическая пленка, она позволяет создать эффект объемного изображения. Вот мои практические результаты ловли этой блесны на дорожку или какой-то вариант троллинга в Карелии приводили к тому, что
поклевки на блесна вот с такой окраской были примерно втрое выше, чем у классических блесен там медь, серебро, латунь. Чем я это объяснил для себя? Что при игре или при колебательном движении этих блесен она реально заметна практически под любым углом по отношению к хищнику. Ну и плюс, конечно, ее натуральная окраска под натуральную рыбу. Вот такими блеснами при ловле троллингом лосося в Онеге получался очень хороший результат. Вот лососи, появившиеся рядом блесну, когда они толпятся или роятся вокруг стада корюшки, они воспринимают как конкурента. Пытаются его отогнать, хватают, и получается реально эффективная поклевка, опять же, в разы больше, чем на блесны классической окраски или ненатуральной окраски. Хорошую эффективность показали эти блесны при ловле ранней весной в Нижней Волге. Растительности мало, обычные блесны при ярком солнечном освещении дают достаточно резкие блики, которые отпугивают хищника. А за счет того, что окраска этих блесен близка к натуральной, и они не так резко бликуют, как одноцветные блесны яркой окраски, медной, золотой или серебристой, они не так отпугивают еще не проснувшихся окончательно осторожных хищников после зимней спячки. Ну и потом можно подобрать блесну, очень близкую к натуральной кормовой базе данного региона или данного места. Ну вот эта блесна очень хорошо похожа там, на плотву, может быть крупную красноперку. Если бывает, что ловится дикий карп, вот эта блесна специально сделана под водоемы, где есть зеркальный карп. Мы знаем, что много платников в Подмосковье, в Европе, и там наряду с зеркальным карпом, рыбой искусственного разведения, водится и щука, которую тоже нужно ловить. Поэтому окраска этой блесны сделана под карпа. Есть блесны такой же вот окраски, мы видим, под лосося, я вам уже говорил. Есть блесны этой же окраски под щуку, судака, окуня, практически под все варианты рыб, существующих в рыболовных водоемах Российской Федерации.